15 сентября 1819 года с рассветом по приказу небезызвестного покорителя Кавказа генерала от артиллерии Алексея Ермолова был окружен и разорен дотла аул Дады-Юрт. Предпочитая гибель позорному бегству, погибли практически все жители села, в том числе женщины и дети. Среди нескольких пленников было два мальчика. Один 6-летний, другой, раненый 4 лет, был подобран сердобольным русским солдатам из-под тела убитой матери. Вывезенные в Петербург, они стали знаменитыми людьми. Блестящий российский офицер, талантливый Наиб Шамиля, затем в воле трагических обстоятельств снова майор царской армии Баташа Мурзаев и академик российской живописи, чьи знаменитые произведения на академических выставках имели подпись «Захаров, чеченец из Дады-Юрта». В событиях Кавказской войны немалую роль сыграл один из этих мальчиков, офицер царской армии Баташа Мурзаев. Согласно легенде, Шамурзаев – один из возможных прототипов героя поэмы Лермонтова «Измаил Бей». Бата был родом из аула Харачой, оттуда дед Баты, который с семьей переселился на Кумыкскую равнину, в аул Дады-Юрт. В одно время Бата носил фамилию Харачаев. Во время уничтожения аула он был взят в плен и детство провел в семье будущего участника восстания декабристов, подполковника барона Розена, брата генерала главного управляющего на Кавказе. Позже, уже будучи молодым человеком, Бата служил в конвое наместника польского великого князя Константина Павловича. Ему прочили блестящую карьеру царского офицера, перед ним лежала широкая дорога к почестям и отличиям, и предложили креститься. Он отказался и попросил перевести его в Чечню, по которой никогда не переставал тосковать. Царевич Константин, хорошо относившийся к Бате, удовлетворил его ходатайством, и офицер был переведен служить на Кавказ. Возвратившись на родину, он поступил на службу переводчиком к начальнику левого фланга. Здесь, на Кавказе, не выдержав притеснений и издевательств генерала Пула над мирными чеченцами, он перешел на сторону Шамиля, где, отличившись, был назначен наибом Мичика, затем и старшим наибом Большой Чечни. С тех пор имя Баты начинает очень часто произноситься на кумыкской плоскости, на Сунже, на Тереке и даже за Тереком. Однако карьеру Баты Шамурзаева в Имамате сгубили соперничество между наибами и их чрезмерное корыстолюбие. На него одна за другой шли жалобы местного населения. Его строгость вооружила против него большую часть подчиненных. Интриги недоброжелателей способствовали тому, что Бата впал в немилость у Шамиля и лишился наибства и был смещен. В конце 1851 года он вместе со своим семейством вышел к царским войскам. Российское командование, стремясь ослабить Шамиля и развалить высшее руководство Имамата, доброжелательно принимало отошедших от него соратников. Более того, шамилевских наибов и кадиев привлекали на русскую службу, оставляя им прежние звания и полномочия. Царизм закреплял свой союз с верхушкой Имамата, официально признав необходимость ее использования. В русле этой политики российского правительства и кавказского командования совершенно естественно, что Бата Шамурзаев также был принят российской стороной весьма радушно. Борятинский по достоинству оценил его. Бата был опытным и храбрым воином, превосходно знавшим все уголки Чечни и способным оказать большую помощь российским войскам. Ему купили дом в крепости Грозной, выдали крупную сумму денег. Вскоре он был назначен и качкалыковским наибом. Бата вполне оправдал себя, он стал советником и правой рукой Борятинского, бесценным помощником в походах. Без него с 1852 года не обходился ни один поход российских войск в Чечне вплоть до окончания Кавказской войны. Продвижение российских войск по Большой Чечне в начале января 1852 года во многом обеспечивалось прежде всего умелыми действиями главного проводника и героя похода Баты, который направлял войска так искусно, что они обходили все встречавшиеся на пути препятствия. Чрезвычайно важную роль в действиях князя Борятинского в эту эпоху, даже роль ближайшего советника и отчасти руководителя его деяний в неприятельской земле, играл Бата, отмечал Волконский. Мы утверждаем вполне достоверно, что по указаниям этого человека, знавшего Шамиля, чеченцев и всю Большую Чечню, как свои 5 пальцев, была предпринята и ведена князем Борятинским январская экспедиция 1852 года. Российские власти щедро вознаградили Бату за январскую экспедицию. По ходатайству Борятинского ему был возвращен чин поручика и назначена пенсия в 400 рублей в год. Офицерский чин был дан и его сыну, участвовавшему в походе. После этого похода Бата вышел на новый уровень сотрудничества с российским командованием и стал фактически советником наместника Кавказа Воронцова по Чечне. Вместе с наместником он обсуждал вопросы обустройства чеченцев, их возвращения на равнинные земли и административного управления, о чем Воронцов
Воронцов сообщает Борятинскому в письме от 21 марта 1852 года. Так что Бата участвовал не только в военных экспедициях, он и в созидательной деятельности убеждал наместника предоставить чеченцам для поселения земли в треугольнике между Герзель-аулом, Умахан-юртом и Амир-Аджи-юртом, далее до Аксая. Исследователь Блиев считает, что Баташа Мурзаев стал вторым в XIX веке после Бейбулата Таймиева политическим деятелем общественного масштаба, стремившимся к верховной власти над всей Чечней. При этом он подчеркивает, что в случае с Батой поиски нравственности в современном цивилизованном представлении о ней по меньшей мере малоплодотворны. Более важным для политика того времени было точное видение главных проблем народа, оказавшегося на сложном изломе своей истории, и пути решения этих проблем. Российское командование решило поселять переселенцев из имамата на Кумыкской плоскости между Тереком и Аксаем. Здесь в начале 50-х годов XIX века были основаны 3 селения – Ойсунгур, Кадыр-Юрт и Истису, объединенные в Качкалыковское наибство. Наибом его и был назначен Баташа Мурзаев. Около селения Истису было построено и военное укрепление для защиты переселенцев. Поражению Шамиля способствовала и политика Борятинского в отношении новой горской знати, выросшей в имамате вопреки воле самого имама, который был не в состоянии остановить действия общих закономерностей развития общества. Наместник всегда был готов морально и материально содействовать идейно-политическому перерождению наибов имама, понимая, что они могут стать политической опорой, союзниками России. Когда позволяла политическая ситуация и когда это отвечало интересам России, шамилевских наибов и кадиев привлекали на русскую службу, оставляя им прежние звания и полномочия. Как уже отмечалось выше, перешедшему на сторону России наибу Шамиля Батеше Мурзаеву был куплен дом в Грозном и выдана крупная сумма денег. Он стал советником Борятинского и проводником российских войск в Чечне. После окончания русско-кавказской войны Баташа Мурзаев получил за заслуги перед царем более 500 десятин, около 600 гектаров земли. Рассказывают, что в ходе военной операции в Дади-Юрте в плен попал еще один 2-летний малыш – Азибай Айбулат. Его взяли на воспитание прапорщик Нижегородского драгунского полка. В Варшаве, где бывший прапорщик служил после Кавказа, мальчика крестили и нарекли по имени восприемника – великого князя Константина. Под этим именем Константин Михайлович Айбулат Розин он и вошел в историю русской поэзии. Его романтической лирике были свойственны восточные мотивы. Его стихотворение «Смерть» часто перепечатывалось и даже переписывалось Лермонтову. 3 мальчика из Дади-Юрта – Айбулат Розин, Петр Захаров и Баташа Мурзаев. 3 имени, 3 судьбы. Вывезенные с родины, все они стали знаменитыми людьми, но по-разному сложились их судьбы. Судьба Айбулата вообще мало изучена, и, наверное, исследователям еще предстоит о нем многое узнать. Академик российской живописи Петр Захаров, чьи знаменитые произведения имели подпись «Захаров, чеченец из Дади-Юрта», умер от чехотки в молодом возрасте, на взлете славы в далеком Петербурге, с тоской о родине и под чужим именем. С 3 лет не слышавший родной речи, выросший в русской семье и воспитанный в лоне другой культуры, он упорно выводил всякий раз на законченном полотне «Чеченец». Родина бывает только одна. 3-й блестящий российский офицер и талантливый наиб Шамиля дожил до седин и умер в почете и славе на родине, под своим именем и в кругу своих соотечественников. Но как бы ни складывались обстоятельства, куда бы ни забрасывала их судьба, все они были чеченцами, и родина у них была только одна.